Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня опять на кухне, и я собралась испечь, нужно, как сказать, пирог или десерт, но, короче, что получится. В холодильнике, в морозильнике я нашла вишню замороженную, вот, и что-нибудь вот к чаю захотелось вот сделать. Значит, у меня здесь на столе я приготовила вишню 300 грамм, конечно, если у кого есть побольше, там 450, полкилограмма можно даже положить. Но у меня что было 300 грамм, то и взяла, что в остатке было. Значит, мука 100 грамм, масло 80 грамм, сахар 80 грамм, ой, масло 50 грамм, сахар 80 грамм, 3 яйца, молоко 300 миллилитров, вот, ну и соль и ванилин чуточку. Можно ванильный сахар, но у меня ванильного сахара нету, я взяла ванилин. Сережа у нас за кадром. Начинаем делать тесто. Разбиваю 3 яйца. Я, друзья, с вами поздороваюсь в традиционном моем стиле. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Всем привет, друзья. Да, провели ревизию в холодильнике, нашли мороженую вишню. И Маша решила такое испечь. Я не знаю, что будет печь. Я правда не знаю, что будет печь. Ну, сказала, что будет вкусненько. Вот 3 яйца она уже, мисочку такую для теста. Я бы напомнил Маше, что надо включить духовку. Я не просто же здесь сижу. Включить духовку, потому что тесто не очень долго делается, наверное, скорее всего, да? Да. Ну, я такие пироги, да, знаю, да, что недолго делается, вроде как. А этот, не знаю, пирог, чай, суп, чай или что, не знаю. Надеюсь, ложкой не придется, как кашу есть, но что будет, то и будет. Я верю Маше и доверяюсь Машиным рукам, потому что Маша, ну, для меня вкуснейшее готовит Машенька. Так, мажу сливочным маслом форму. Какая форма? Где-то, наверное, сантиметров 25 у нас это. Я не меряю, но на глаз. Наверное, где-то 25 сантиметров. Вот. И что, друзья, значит? Вишня заморожена, и у нас она без косточек. Не знаю, там получится или нет, потому что, как мне Маша сказала, это будет очень жидкое тесто, и вишня не должна утонуть. Самая главная интрига здесь, утонет ли вишня или всплывет. Нам надо, чтобы она всплыла. А у нас она без косточек и не целая уже, ну, замороженная, она как растаяла. Когда она мороженая была, да. А когда растаяла, все это самое. Так, не очень... засыпаю сахаром. Вишня же с кислинкой. Пирог получится тоже с кислинкой. Ой, я люблю. Немножечко. Я люблю, когда все с кислинкой. Я обожаю ну это. И вот сахар, песок посыпали сверху. Так. Это снизу получается. Значит, форму приготовили, подготовили. Сюда, значит, ну, добавляем сахар. Вот что остался сахар, сюда же добавляем. Из этой массы 80 граммовой, да? Да. Так, щепотку соли. Соль я всегда добавляю. Угу. Немножечко, значит, добавим ванилин. Ванилин не очень-то уважаю. Ну, когда его много. Когда чуть-чуть, это хорошо. А когда много, не очень. Так, сюда, значит, вливаем масло. Сливочное масло, растопленное, да? Сколько ты грамм сказал? 50 грамм 50 масла грамм. сливочного. А потому что проговариваем, друзья, потому что многие пишут, что пишите под рецепт, под видео рецепт. Ну и еще озвучивай. Некоторые, например, с телефона смотрят и плохо видят. И говорят, когда озвучиваете, вообще нормально. И мы так и делаем.
Что так это видеоблог? И надо смотреть. Давай. Каждый тянет одеяло на свою сторону. Да. Так, добавляем муку 100 грамм. Ну, Маша меня предупредила, что тесто будет очень жидкое. Вот я поэтому и говорю, я не знаю, ложкой. Главное, не как суп и не как кашу кушать. Главное, чтобы там испеклось все. Главное, чтобы да, получилось. Да. Главное, чтобы получилось. И сюда потом вливаем молоко. Тесто тщательно размешиваем. Ну, и правда, действительно, машинка там долго мешает это тесто. А еще и молоко. И потом еще сюда добавляем молоко. Ну и правда, жидкое получится тесто. Чем ты меня сегодня, Машенька, угощать-то собралась? Вот это, для меня это самая тоже такая интрига. Я правда не ел еще такого. Ну, ты попробуешь. Вообще жидкое, да? Как яичница. Яичнича? Как яичнича, да? Да? Есть такое блюдо у нас в Комы в рецепте яичнича. Ну, Молоко, это яйца. молозиво называется, или яичнича, когда корова-то телится, и молозиво, из молозива делают яичнича. А когда нету такого жирного молока, из яиц делают. А тут Вот у такое нас... жидкое, да. А потом посмотрим, что получится. А точно, это похоже на сладкий омлет, давайте. Да. Десерт такой будет. Точно, да. Я все разгадал, я твой секретик-то. Так. Давайте-ка мы с вишней. Этот омлетик-то точно. Думаешь, что это мне, Маша? Оказывается, это, друзья, сладкий омлет с ягодами вишни. Кисло-сладкий получится. Все, определился я. А то все репу чесал свою, не знал, что, думаю, эта Машенька меня собралась угостить. Нормально. Так, ягоды пошли. У нас здесь 300 грамм, да? Да. 300 грамм. Ну, у кого, конечно, побольше, можно, да, побольше. Да, Но я думаю, не надо, слишком кислое будет. у меня в думаю, остатке нормально. вот что было. Мы живем на севере, и наша вишенка вообще еще. А почему вот наша вишенка, Маша, это самое, не растет? Может, Две вишенки, одна совсем маленькая, другая чуть-чуть побольше, конечно, и все живая, но не растет. Я вот думаю, что рядом черемуха, и корни ее не мощные, этот черемуховый куст такой здоровое дерево. И получается, что он, наверное, все силы забирает. Может быть. Я вот, наверное, надо перенести, потому что я что-то, у некоторых там вот, сколько уже прошло-то, 3 года. Она должна плодоносить уже. А у нас это вишня покупная. Покупная и замороженная. Все, заливаю тесто. Ого. Смотрите, какое оно жидкое. Ну, как молоко. Яичница. Ну, я и говорю, как омлет сладкий. Кисло-сладкий омлет получится. Чё, как Маша задумала. Вот так выглядит, друзья. Видишь, все вишенки... смотри, вишенки-то не утонули. Хоть и это самое, они замороженные были. У нас еще духовка не согрелась. Сейчас греется еще. У нас, значит, духовка готова. Отправляем
наш такой пирог в духовку на 40 минут. Пирог-омлет называется. Пирог-омлет. На 40 минут, да? Да, на 40 минут. Ну, друзья, пирог, пускай этот пирог-омлет, или как его правильно назвать, выпекается, а мы, друзья, немножко поговорим. Давай. Поговорим, как всегда, по традиции. На улице у нас чуть-чуть потеплело. Чуть-чуть. Морозы были, ну... 8 градусов. 8 градусов, это... Вообще тепло. Ну да, если, в принципе, это Маша права. Тепло, да. Но зато, что появилось? Снегопад. Сильный снегопад. И вызвали трактор. И этот трактор вот расчистил сегодня нашу там хоздвор, где там машины, гаражи и место под дрова. Дело в том, что мы дрова еще так еще и не принесли. Еще не привезли. А последствия сильного снегопада разгребаем так, друзья. Вызываем трактор. Это каждый год у нас такой помощник есть. Ну, вызываем, платим деньги, и он нам чистит этот снег. Конечно же, руками такое количество снега зачистить, тем более Маше одной, очень тяжело. И этот трактор очень хорошо помогает. В данном случае он чистит вот это, где гаражи. Вот. И, в принципе, мне тоже здесь, например, выехать на коляске или еще что-то сделать. Вот. Снега очень много выпало. Очень-очень много. И перед этим тоже уже чистили площадку для, так сказать, дров. Но дрова еще не успели привезти, и обратно все засыпало. И пришлось по новой. Ну и для машины тоже, легковая машина, если снег не расчищать, не едет. Пандус уже там, вот смотрите, там все зачищено тоже, убрано. Этот трактор с ковшом уберет это все дело. Каждый год вызываем, повторяюсь. Вот это место как раз таки вот под дрова. Сюда будем привозить уже дрова. 2 дня, наверное, или 3 дня такая вьюга была, метель сильная. Вчера Маша ездила в районный центр, и я не знаю, я всю дорогу волновался, ждал. И Маша тоже, наверное, я не знаю, как ты ехала, конечно, там такая метель была вообще ужасная. Но когда ехала, ну, снегопада вроде бы как не было. Я спокойно, просто вот машина проедет и как бы вот дорога белым-бело становится. А так, ну, заметает, да, заметает, а так вроде бы как спокойно. Но машину заносила 2 раза. Хвост. Вот, да, прямо ну вот. Испугалась очень вот сильно. Поэтому я и волнуюсь за тебя. А такие метели, вот знаете, друзья, кто-то там спрашивает. Я много раз отвечал, конечно, как мы встретились и познакомились с Машей, конечно. Ну а в такие метели даже мы по молодости очень любили гулять, да? Гуляли, брели по улице, как там песни поется. Зимний вечер, стонет вьюга, стынут губы, зябнет нос. Все бегут, все спешат, от мороза в уют. Только 2 чудака бредут. И мы вот идем, вот такие дни гуляли очень много. Это первый год нашего знакомства такое, первая зима была. Почему-то мне всегда вот в эти метели вспоминается, как мы в эти метели гуляли. Потому что у многих моих друзей были маленькие домики возле это самое. Ну, и у них есть где можно было потусить там же, а у нас не было ничего такого. У меня один дом, большой дом, как-то там что, ну, приходила Маша, там посидели вместе, да, что да, и все. А чтобы всю ночь там проводить, там музыку послушать, почаевничать и еще такое. Мама у Маши работала в котельной, и в это время мы встречались так вот, да, когда на дежурстве была. И вот так и, как говорится, молодость, молодость. И я и говорю, что в эти метельные дни почему-то вот эта метель вспоминается. Почему? Потому что
метели очень плохо гулять, но мы гуляли все равно. Потому что никуда и ходить не было. Все гуляли. А потому что это, в клубе... Всегда в клуб приходили, ну, хоть метель, хоть дождь, хоть субботу, снег. воскресенье, только Каждый день клуб работал, кино каждый день показывали, так что все собирались в клубе. Клуб-то он закрывался рано, 9 часов, там 10 часов он закрывался в обычные дни. А Все. потом дальше все. А в субботу до воскресенья, то он долго это самое. Там, конечно, есть где там постоять, потанцевать. Тепло там было. Вот такие, как говорится, были времена. Ну что там, пирог у нас готовится. Показали, как там нас намело и как трактор чистил. А теперь дальше ждем наш такой пирог-омлет. Кисло-сладкий. Омлет. Так, у нас время подошло. 40 минут мы вытаскиваем. Пока мы болтали, суть до дела, у нас там, я не знаю что, но приготовилось. Омлет, скажем, пирог-омлет такой. Ой, он тряснул. Такой, ой, он, наверное, слишком перепущенный, да? Пере такой. Ну да, треснул. Как мы это есть будем? Вот такой омлет. Да. Ну да, такой он. Форма маленькая, что ли, казалось. Надо, наверное, глубокую форму, да? Но он сейчас вообще одет. Конечно. Ну да, это надо кушать осторожно. Но и остыть надо, думаю, этому пирогу, да ведь? Да. Оседает уже? Да, оседает. Ну, друзья, смотрите, такой аромат. Чувствуется такой аромат выпечки в доме. Пахнет приятно, очень приятно. Дальше сейчас нужно, чтобы остыл. Я правильно еще забежал вперед, да? Остынет. И будем потом пробовать. Конечно же. И чай пить. Наш десерт. Омлет. Да. С вишней. Да. Ну что, друзья. Время, видите, мы наш пирог переместили вот на такую, я не знаю, как дощечка или что-то, это тортов. Такая ровненькая поверхность такая. Переложили, типа тарелочки. Маша режет, сейчас покажет в разрезе, что у нас там. Так, осторожненько. А этот мягкий вообще, ну, омлет. Мы же не просто говорим, не шутим омлет. Он напоминает омлет. Ну-ка давай близко прям камерой покажем, как выглядит вот раз. Видите, там белое типа суфле это все. И сверху такие вишенки. Вот. Кисло-сладкое суфле получается. Сейчас и мне тоже Машенька поставит кусочек такой, смотрите. Ну как суфле там. Омлет есть, что-то думать с этим названием давайте. Омлет и есть. Кстати, очень быстро делается. Маша снимает пробу своего десерта. Язык проглотила. Но от вишни идет кисловатый вкус такой. Кислинка такая. Но это получается как, типа как заварного теста. Наподобие. Мягонькая. Ложкой надо кушать, да? Да. Как типа как заварное тесто. Угу. Очень мягкое. Можно кушать. Вкусно. Чувствует. Мне очень понравилось. Понятно. Так что Сергею тоже понравится. Ничего себе. Я еще не пробовал, чтобы вердикт поставить. Сейчас. Ты меня угостишь, надеюсь? Из рук, да? Угостишь? И я тоже вам скажу, понравится ли мне. Держу камеру, друзья. И открываю рот широко. Ну и как?
Да, это вкусно. Такое нежное, типа суфле. Вот это тесто получилось. Да? Заварной крем есть. Как будто, да. Очень мягкое, да. Угу. Чувствуй. Ну, беру свои слова обратно, конечно. Это не совсем омлет. Это не совсем омлет. Очень вкусно. Я еще раз хочу. Мягкое. Да. Такое. Ну, типа как заварного теста, но очень вкусно. Наша весь кусок там быстренько съела. Даже чай не запивает чаем. Потому что я тоже хочу. получилось. Я тоже хочу. Такой десерт. Вкусный десерт. Да. Ну, действительно, вот эта кислинка от вишни как раз в тему этого теста. Если бы не было кислинки, наверное, совсем другой был вкус. Надо кислинку эту. Угу. Обязательно надо вот эту именно вишневую кислинку. О, да. Вкусно, друзья. Я еще буду кушать. Я еще положу. Так что мне понравилось. Еще буду. У меня чай еще остался. Ой, там Барсик подошел. Он не будет этот пирог. Он у нас такой привереда. Едит только китикет, мясо, сосиски. Вот такой привереда. Вообще ничего. Когда подобрали на улице, дочка подобрала сутукари на улице, он даже картофельные очистки кушал. А сейчас привереда такой за столько лет уже. Вообще ничего такого не есть. Сыры даже ничего не ест. Наши другие коты хоть там сыры едят, яйца и все такое, а это только мясо. Мясо. Ну что, замечательный, так сказать, пирог вишневый. Пускай он похож на омлет и такое жиденькое тесто, все замечательно меняется в духовке. Из него выходит, из типа гусеницы выходит прекрасная бабочка. Это просто замечательный пирог, замечательный десерт, замечательная, друзья, Маша. Ставьте 1 000 000 нравышек ей, а я подарю за кадром 1 000 000 поцелуев. Очень все вкусно. Спасибо, Машенька, за такое угощение. Я обязательно сейчас, вот когда закончится съемка, и этот кусок доем, и еще, как ты, второй добавок попрошу. Ну, на этой вкусной ноте, друзья, закончим наш ролик. Маша еще и кушает. Но действительно, я вам не обманываю. Я попробовал, и это очень вкусно. Именно готовьте с вишней, потому что в этом тесте нужна такая кислинка. Вишня обязательно. Вот. И будет все замечательно у вас. Вон только я сейчас, друзья, поближе покажу. Вон, типа вот как бы застывшее молоко. Ну, как суфле, да, действительно. Так ведь? Угу. Я не знаю, как потом сравнить это, вот с чем сравнивать, я не знаю, но вкусно. Вкусное такое мягкое тесто. Ощущение, как манная это. Каша. Да. Почему-то мне напомнила вот это. Но оно приготовлено, это тесто. Не думайте, что оно это не готовое. Это приготовилось тесто. Очень нежное и вкусное тесто получилось. Заканчиваем этот ролик и говорим вам, друзья, до свидания. Готовьте так, будет вкусно, и вам, уверены на 100%, вам понравится. Пускай вы, вот когда мы вытащили, может быть, бы испугались. Я, если честно, Маша, я сам испугался, я не знаю, что. Нет, я не испугалась, но, просто. А оказывается, это такая вкуснота и прелесть. Это с краев, которые там поднялось, с краев именно. Не посередке, а с краев. Это все осело, и ровненький пирог такой стал, красивенький вообще. Супер. Никак заканчивать не получается у меня со своей болтовней. Давай ты, Маша, скажи. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Пока-пока, друзья. До новых
вкусных и добрых рассветов. Всем пока. А та еще юлинческий лова. Упший юлинческий лова. Давай. Юнас Юанам. Лукашка. На юлинческий лова. Упший ческий лова. Чайня ческий, юнас ческий.